Таких преступлений зарегистрировано 290. Российские власти хотят лишить гражданства лидера правозащитного движения Йордан Бахрома Хамроева. Об этом правозащитник сообщил в беседе с Хабархо. Как рассказал правозащитник, 8 февраля в первой половине дня к нему домой в Москве пришли двое людей, которые сказали, что они пришли по поручению заместителя прокурора Люберецкого района Московской области Нарека Челебяна. Далее Хамроеву вручили уведомление и попросили подписать документ о том, что он получил письмо от заместителя прокурора Челебяна. В письме сообщается, что якобы Бахром Хамроев в свое время вступал в российское гражданство путем использования фиктивных документов, в связи с чем прокуратура Люберецкого района начала проверку на отсутствие нарушений при вступлении в гражданство правозащитника. При этом Хамроев сообщает, что после развала СССР никогда не был гражданином Узбекистана и, как все остальные граждане России, он приобрел российское гражданство после развала СССР. Это связано с всей моей деятельностью. Россия сегодня, и не только со мной, но таких категорий политиков. По мнению Хамроева, власти России таким образом реагируют на его политическую активность. Он участвовал в акциях протеста в январе и феврале с требованием освободить из российских тюрем политзаключенных мусульман, которых правозащитная организация «Мемориал» признала политическими заключенными. دیدیم که بعد از این موافق تمام طلباتایی که هست دنیوی باید برای رئیس سود председатель суда Верховного Таджикистана. Напомним, что таким же образом ранее лишили гражданства покойного таджикского правозащитника Каромата Шарипова. ملت من از همه ملت پایمال شده امروزه در دولت روز